Григорию Тодуа было 28 лет, когда его настигла грузино-абхазская война. Молодой юноша был выпускником Харьковского университета, где учился на факультете актерского мастерства. После начал работать в Тхуарчалском театре. Тогда и начались волнения 1989 года, в которых он активно участвовал. Затем Отечественная война народа Абхазии. С первых дней он был на передовой. Несмотря на то, что Григорий был человеком культуры, он бесстрашно сражался на поле боя. Воевал в батальоне Ирцаху под командованием Надара Кварчия. رابخوا بسلو خوا بالناس أبريد خنتقار حجرة عشتن لشكندر كتها جبرا يوغوزنا أيش خسر بحوش أتان كحبل دويبا يراجيفي يخطا أبري سريع اختسترز ما أبري بولميت دو روتني حزشتاو خب أبري ورا بري قلوبها لأن حرازي كفتبت كحكوبة سيز درودي حد ريح تو سيز درودي حد يتخاذلوا خني خيز الصدرة مبرد عطان كعنس كلاس وبري جيبي بزورلو بحرو بس قناتان كوين حجلة وبري وبري بس بحرة حيتصير جروب رتشينا أشكون شيء عباس أكو ساتشاب أكو سخات بحر بس ضغط زمستيرة وخيد وخ كخو قلقي وخنيلك سجرو قحي دامي ويو أو يقرقا. Иногда природа распоряжается так, что в отдельных людях закладываются выдающиеся качества, проявлению которых способствуют какие-либо неординарные обстоятельства, резко изменяющие нормальное течение жизни. Казалось бы, творческий человек, что ему знать о войне? Однако именно это роковое событие для всей Абхазии способствовало рождению многих героев, бесстрашных и надежных. Одним из них был и Григорий Тодуа. نجكن بزيت خصخ دابري أنا شبر حبسوا ولا سملود ديفيزن بس زبستاز جكون أنا يبيش رقم جيب زيني خارب شيء دارح كده الله برا يجكن تبصر الله خير ترى حويز بزي يكون دارج كده كده الله يسحو يعجبكم زي خرشوا يستخوز يكسز عزوم يزبان زي هذا نوفقلير وشيات في هذا نعم يخشابير الشقالة يقوم ستاشون. Гиви я знал с первых дней войны. Это настоящий герой, чистый человек. Таких в Абхазии, честно говоря, жалко. Провожаем вечный дом, вечный путь хорошего человека, хорошего боевого нашего друга, истинного героя. В ходе войны правительство Абхазии перебазировалось в Гудаутский район. Здесь отряды получали поддержку оружием. Начали прибывать добровольцы со всего юга России. Тогда Григорий Тодуа руководил отрядом быстрого реагирования «Восточный». В январе 1993 года пошел снег и начался буран. Ночью ребята отправились на поиски теплой одежды. Григорий остался на посту. В это время на вертолете появились люди. Это оказались добровольцы-казаки, прилетевшие через Северный Кавказ. Уже утром они вместе выступили против грузин. Операция прошла блестяще, но затем судьба их разбросала по разным направлениям. Когда закончилась война, в Абхазии появилось и свое казачье общество. Григорий Тодуа стал казаком Сухумского особого отдела Кубанского казачьего войска. И я лично, и Абхазия потеряли очень хорошего, очень светлого, очень чистого человека. Это участник Отечественной войны народа Абхазии, участник СВО 22 года, Барс-11. Это отец сына штурмовика группы «Вагнер». Это участник Парада Победы 23 года на Красной площади в Москве. Это мой личный друг. Мы потеряли очень хорошего человека. Я искренне скорблю. И с близким его крепости, силы духа. Он навсегда в наших сердцах. Любой боевой действие, как мне обстоятельства казалось, гиджера калана, и хугзала, хахайцин, прямщик, сказать, что войско ближе прихайцалли. Тхацин, хабаги, все, говорю, за гудский аяхоз, схуят, что они сфози, хучка, импетал, он или пал, я отзит, а ажил ргул ргулти, хаджа, тхабагун, наха, изюш бешавик, рацхарвалит. С Гиви мы встречались здесь, при освобождении Гагаринского района.
И вот когда он ко мне 30 сентября подошел, говорит, а ты меня помнишь? Мы встречались вместе. Я говорю, 30 лет прошло, я вчера не помню, что было. Ну, встретились, обнялись, конечно. Хороший был друг, хороший товарищ. И снова в бой в 2022 году. Когда началась спецоперация на Украине, Григорию было без малого 60 лет. Тогда на войну отправился и его старший сын, который получил 4 пулевых ранения, но остался жив. Григория спрашивали, зачем ты идешь на войну? В 93 году я пообещал добровольцам, что если России понадобится моя помощь, она может на меня рассчитывать. 30 лет прошло, и вот сегодня это время настало. И я иду с моими братьями-казаками защищать Россию. Так вспоминают слова позывного Гиви Абхаза «Боевые товарищи». Ушел из жизни наш казак. Наш казак. И, конечно, мы все с болью восприняли это. Это было очень неожиданное известие. Тем более, что это произошло сейчас, в мирное время, в такой день в крещении. Это большая утрата для нас. Он с гордостью защищал интересы России в ходе специальной военной операции и вышел оттуда живым. Рядом находится его близкий товарищ, который был там, участвовал в боях вместе с ним. Андрей Станиславович Трофимов, это заместитель атамана по государственной службе Адлерского районного казачьего общества. Потерял такого близкого товарища, друга. Это просто утрата такая невосполнимая. Я даже не знаю, человек хлебосольный, всегда вот здесь приезжал, всегда оставался с ночевкой. Тут просто настолько брат близкий. Я просто потерял своего старшего брата. Это для меня большая утрата. Сочинское отделение Союза добровольцев Донбасса искренне скорбит о потере нашего товарища. Гиви был членом нашего союза, и флаг Сочинского отделения Союза добровольцев Донбасса будет развиваться на его могиле. Это был очень светлый, добрый, веселый, позитивный, нежадный, добросердечный человек, и нам его будет очень не хватать. За таких, как Григорий Тодуа, говорят, вся жизнь война, а он в ней, несмотря на возраст, солдат. Но была и другая, красивая часть жизни Григория, его семья. 4 детей и 4 внуков. Любящий дедушка и отец. Архивные видео семьи показывают, какой любовью окружал их Григорий. Особая связь с внуками, забота и добрые улыбающиеся глаза навсегда останутся в памяти. Григорий Тодуа ушел из жизни скоропостижно и очень неожиданно, оставив за собой бессмертное имя героя. Сария Кварцхеля, Даур Цулукия, Абхазское телевидение.